Существует выражение: если легкая атлетика – королева спорта, то спортивная гимнастика – это ее прародитель. Ведь гимнастика является технической основой для многих видов спорта, и соответствующие упражнения включаются в программу подготовки представителей самых различных спортивных дисциплин. Термин «гимнастика» зародился в античные времена, звучал как агонистика. Античная система агонистики включала в себя систему упражнений для гармоничного развития мускулатуры тела, которая также была направлена на укрепление здоровья, возможность сделать организм крепким, сильным и выносливым. Гимнастика не только дает определенные технические навыки, но и вырабатывает чувство равновесия и координацию движений. Спортивная гимнастика – один из популярнейших видов спорта во всем мире. Прекрасная школа спортивной гимнастики со славными традициями есть и в Ингушетии. Такая популярность спортивной гимнастики объясняется блестящими победами российских гимнастов на различных мировых турнирах. Главная особенность спортивной гимнастики – в большом разнообразии гимнастических движений. Именно это делает возможность оказывать широкое воздействие как на весь организм в целом, так и на развитие определенных частей и органов тела. Спортивная гимнастика – удивительно дисциплинированный вид спорта, который вырабатывает чувство командной ответственности, формирует целеустремленность и силу характера. Первое время ребенок выполняет упражнения на общее физическое развитие, находясь в подготовительной стадии к более специальным и трудным элементам для спортивной гимнастики. После общей подготовки можно уйти в любой другой вид спорта, поэтому гимнастика отлично подходит для старта. Я в вольной борьбе ходил, но потом мне понадобится гимнастика. Я здесь пришел. Инстаграм смотрел, но потом увидел Залимхана, что он здесь. Мне интересно было здесь ходить, как Залимхан хотел стать. Скоро со мной будут два брата ходить здесь летом, но пока не может, потому что им утром надо в школу, потом борьбу. Но когда лето будет, он сказал, заходить буду. Мне тоже понравилось это. Спортивная гимнастика мне очень нравится, потому что мне Залимхан показывает все, это сайт, все. Это мне нужно по вольной борьбе все. Самый оптимальный возраст для начала занятий – 5 лет. Но иногда секции спортивной гимнастики принимают детей и в 3, и в 4 года. Здесь ключевую роль играет мнение тренера, в каком возрасте начинать заниматься. Максимальный возраст – 8 лет. После приходить в большой спорт поздно, так как выдающихся результатов уже не добиться. Пожалуй, с благодарностью можно отнестись к взрослым, с детства приучающих своих детей к спорту. Тут важно и тренера хорошего подобрать, ведь в некоторых видах спорта от него зависит многое. Итак, друзья, в нашей федерации новое лицо. И без того молодая федерация – человек, который призван вдохнуть новую жизнь. Скажи, каково тебе нашей республики и, в частности, спортивной федерации Республики Ингушетия? Честно сказать, я сначала был очень удивлен. Не то чтобы очень, то есть вы знаете, в России множество стереотипов о республике, о самом Северном Кавказе. Я был приятно удивлен, что люди здесь гораздо добрее даже, я бы сказал, чем в самой России. Поэтому мне здесь, во-первых, приятно находиться, в приятном окружении, с приятными коллегами работаю. И сама федерация, она дает понять то, что внимание все-таки обращают на молодежь, на их результаты, на их спортивную карьеру. И это очень важно, я считаю. И я очень рад, что попал именно сюда, чтобы помочь это все реализовать. Какие трудности, какие плюсы, минусы ты мог бы выделить в своей работе? Может быть, проблема общения с детьми или же оснащение зала? Что? Конечно, трудности с оснащением зала, они могут быть в принципе, потому что федерация молодая. Но
хочу отметить то, что оборудование некоторое здесь даже лучше, чем в ведущих городах, я бы сказал, от России, где спорт продвигается, спортивная гимнастика. Федерация молодая, и у нее все впереди, и здесь очень хорошее руководство в том плане, то, что оно готово вкладываться в развитие. И это поможет, сыграет ключевую роль в развитии гимнастики. Вот. Из своего опыта, что бы ты мог бы сказать о спортивной гимнастике, как о преимуществе ее по сравнению с другими видами спорта? Спортивная гимнастика – это, я считаю, уникальнейший вид спорта. Он может быть из гимнастики можно создать любого спортсмена абсолютно. И это ее главный плюс. Гимнастика – универсальный, уникальный вид спорта, которому нет аналогов в принципе, я считаю. То есть из любого гимнаста может стать любой футболистом, ну, если он не профессиональный спортсмен. Вот, и это главный плюс, я считаю. Ну что ж, теперь я бы хотел попросить тебя исполнить какой-то элемент, тот, к чему вы подводите детей, тот, который более зрелищно смотрится. Да, конечно, это будет акробатика. Многие выдающиеся гимнасты придумывают собственные технические элементы, получающие затем их имена. Один из таких – петля Корбут, которую исполнила легенда советской гимнастики Ольга Корбут, 4-кратная олимпийская чемпионка. В настоящее время этот элемент спортивной гимнастики запрещен, так как считается смертельно опасным. Выразительно, грамотно и технически правильно выполненное гимнастическое движение оценивается впечатлением, им произведенным. Эта гимнастика может быть очень зрелищная, особенно спортивная. Выполнение элементов регламентировано согласно традициям, стилю, которые приняты в спорте. Воспитанники Академии гимнастики Дворца спорта МАГАС ежегодно выступают на соревнованиях Северокавказского и Южно-федерального округа. Расскажи про свои крайние соревнования, где это было и какое место ты занял? Я ехал в Ессентуки, занял 2 место. А почему только 2? Потому я не приготовился. А твои соперники подготовились лучше? Да. А что ты о них можешь рассказать? Они ходят 5 лет, а я 1 год. Наверное, в этом все дело. Но когда ты в следующий раз поедешь, ты сможешь взять 1 место? Да. Почему так уверен? Я лучше приготовил. Кто твой самый преданный болельщик? Папа, отец. Что ты хотел бы сказать своему отцу? Спасибо за то, что ты мне отдал на гимнастику. Участники соревнований сами определяют содержание своих упражнений на том или ином снаряде, но их выступление должно отвечать существенным требованиям относительно типа и сложности используемых технических элементов. Во время командных соревнований и при розыгрыше абсолютного первенства оценки, полученные командой или отдельным спортсменом в разных видах программы, суммируются. На их основе выводится итоговая оценка. Гимнаст или команда, набравшие наибольшее количество очков, объявляются победителями.
прошлого вашего визита к нам мы уже успели побывать еще на одних соревнованиях межрегионального уровня. То есть там были команды СКФО, ЮФО, и на наш взгляд мы достаточно хорошо выступили. То есть мы повезли 4 человека, из них один взял второе место и один защитил свой третий юношеский разряд и уже смело может готовиться выступать по третьему взрослому. Турнир был памяти мастер спорта СССР Валерия Назарова, проходил в городе Ессентуки. Такие победы, такие выезды ваши, участие на подобных турнирах, может ли это говорить об развитии, о тенденции развития именно вашей федерации? Безусловно, любое достижение даже внутри зала – это небольшой, но шаг к развитию. А выездное мероприятие, если даже мы ничего не выиграли, если мы просто приняли участие, если мы заявили о себе, учитывая тот факт, что мы совсем молодая федерация, это хороший шаг к развитию спортивной гимнастики. Это хороший повод дать о себе знать другим регионам, что мы есть, что мы развиваемся, что будем наступать на них, что мы конкурентоспособны и так далее. Если говорить о численности посещающих спортсменов, сколько их и сколько из них можно вывозить для участия на соревнованиях такого уровня, о которых ты сейчас сказал? Точную цифру я, к сожалению, назвать не могу, не смогу, так как количество детей с каждым днем увеличивается. У нас есть сборная команда, она из 8 человек, то есть эти ребята уже полностью подготовлены к выездам. Плюс мы создали и работаем с резервной командой, это около 20 человек. Плюс еще 20 человек у нас на примете, чтобы их готовить. То есть мы из общей группы смотрим за ребятами через нормативы, через всякие упражнения, проходим отбор, и они попадают сначала в резерв и далее в сборную команду. Мы в год 2 раза в любом, как бы то ни было, проводим свои внутренние соревнования, они точно будут. И плюс мы метим на соревнования СКФО и Южно-федерального округа. То есть мы планируем посетить по максимуму все соревнования, которые будут проводиться в СКФО и в целом в Южно-федеральном округе. Федерация, как я уже выше говорил, молодая, соответственно, очень много трудностей, очень много предстоит еще пройти. Одна из проблем, я бы сказал, это посещение выездных мероприятий. Мы команда дружная, мы как-то своими силами стараемся справляться. Но как бы то ни было, эта проблема на сегодняшний день у нас есть, и мы как можем своими силами справляемся и идем дальше, несмотря ни на что. Занятия развивают память, логическое мышление, построение правильной осанки, возможность скорректировать имеющиеся деформации организма, уверенное владение телом – все это является задачей, которые решаются при помощи гимнастики. С младенческого возраста гимнастика как средство и метод физического воспитания ребенка регулярно проводится в дошкольных учреждениях, охватывая все возрастные группы. Психологический настрой ребенка отразится в будущем и на его результатах, поэтому чем раньше вы научите его сосредотачиваться и преодолевать неудачи, тем лучше. Мама просто записала меня сюда, чтобы я здесь красиво все делал. Она сказала еще в машине, чтобы мы были красивыми, но ровными и держали все в себя. Вот так вот. Еще чтобы мы делали красиво, ровно шпагат. Я показала дома шпагат. Сразу мы поехали искать что-то такое, ванночку купить Абдуллаху. Потом поехали, записались туда на спортивную гимнастику. Я думаю, что я один пойду, оказывается, еще Мухаммад. Мы с своим братом Мухаммадом стараемся сделать все здесь хорошо и красиво. Мама тоже нас сюда приняла, чтобы мы были четкими и красивыми. Я хочу сказать своей маме спасибо, что она приняла меня сюда. Я уже научился делать мостик. Это здесь очень классно. Акробатика – довольно большой раздел гимнастики. Начиная от самых простых до сложнейших движений, как правильно, выполняются индивидуально. Элементы подразделяют на динамические, к которым относятся кувырок, переворот, сальто, а также статические. Спортсмены, достигнувшие высоких квалификаций, обладающие серьезной степенью развития своих физических возможностей, могут выполнять очень сложные упражнения.
Прыжки и упражнения на коне и брусьях неподготовленному человеку кажутся опасными и угрожают здоровью будущего чемпиона. На самом деле до 7 лет ребенок занимается общей физической подготовкой. Только спустя 2-3 года занятий он переходит на специальные элементы. Каждый элемент отрабатывается детально и постепенно сводит процент получения травм к нулю. Особенно, если с детьми работает высококвалифицированный тренер и просто мастер своего дела. Чем привлекла работа в Ингушетии вас лично? В Ингушетии мне работа привлекла тем, что этот вид спорта здесь никогда до этого прежде не существовал, и хотелось как-то помочь развитию этого вида спорта, поэтому практически не раздумывая приехал сюда. Вот вы оказались здесь, начали работать. Что можете сказать? Ну, во-первых, мне понравилось, как дети ведут себя, как тренируются. По строению тела у детей очень, так скажем, благоприятное, так скажем, развитие тела и для вот именно спортивной гимнастики. То есть им достаточно просто ей заниматься. Какие сильные стороны можно выделить? Какие есть недостатки, над которыми ведется работа? У каждого абсолютно индивидуально, то есть каждому ребенку абсолютно индивидуальный подход определяется, и у кого-то один снаряд лучше получается, у кого-то другой, и стараемся все-таки немножко поддерживать определенный уровень всех спортсменов, чтобы они друг от друга особо не отличались и все высоких результатов достигали. Совсем недавно сам действующий спортсмен, поэтому не могу удержаться от соблазна, чтобы не попросить исполнить какой-нибудь элемент, потому что все элементы спортивной гимнастики, они зрелищные, и хочется давайте вновь... покажу на перекладине упражнения. Обороты сделаю и пару еще гимнастических элементов. Главные черты гимнаста – выносливость, терпение, усидчивость и стойкость характера. Ребенок должен быть целеустремленным и готовым выполнять одни и те же элементы до эталонного исполнения. Отсутствие страха и уверенность в себе играет немалую роль, ведь придется совершать прыжки, карабкаться высоко на турник и выполнять упражнения на коне. Спортивная гимнастика сочетает в себе силу и красоту. Параллельно с этим воспитываются художественные и моральные качества. Наличие многочисленного количества спортивных комплексов в сфере гимнастики делает этот вид спорта практически незаменимым в современном мире. Среди некоторых родителей бытует мнение, что ребенка, а точнее мальчика, нужно отдавать в секцию единоборств. Это в корне неверный подход. Я занимался кикбоксом, и я бросил его, потому что я хотел что-нибудь помягче, без разных драк, и перешел сюда. Мне предложил папа: будешь ли ты ходить на гимнастику? Я решил, что можно походить. Я походил немножко, и мне понравился этот вид спорта. Я уже тут 3 месяца. А помимо скорости, ловкости и силы, она дает много друзей и дает возможность по соревнованиям переехать в другие страны, побывать в других странах. А всем тем, кто заинтересован в спортивной гимнастике, советую походить на гимнастику. Вам понравится, как и мне, ходить на гимнастику. Я хочу поблагодарить свою маму и папу за то, что они предоставили мне возможность идти на эту гимнастику. И хочу поблагодарить своего тренера Зелимхана. Если бы не он, я бы не смог научиться ничему. Он хороший тренер. Замечено, что многократно проводя однотипные движения в повторяющейся последовательности, возникают временные связи.
которые далее автоматизируются. Возникшие стереотипы имеют большую устойчивость у маленьких детей, и уже в командных соревнованиях, а также при розыгрыше индивидуального первенства, абсолютного и в отдельных видах программы спортсмену предоставляется лишь одна попытка на каждом снаряде. Спортивная гимнастика – вид спорта, требующий колоссальной выдержки, терпения и выносливости. Спорт, закаляющий вашего ребенка на всю дальнейшую жизнь. Ребенок учится преодолевать трудности и страх, терпеть поражения и надеяться только на себя. Выполнение всех элементов выполняется в одиночку, и конечный результат зависит только от него самого. Гимнаст понимает, как брать на себя ответственность, и что вывихнутая лодыжка – не конец спортивной карьеры. Пережив школу спортивной гимнастики, ребенок знает, как ставить цели и достигать невозможного своими силами. Каждый раз, посещая секцию спортивной гимнастики во Дворце спорта «Магаз» имени Берды Евлоева, меня переполняет уверенность в том, что в скором будущем один из этих мальчишек пополнит ряды чемпионов и даже олимпийцев. А возможно, это будет целая команда из Республики Ингушетия. А нам с вами, имея такую базу по подготовке, имея таких молодых, амбициозных и, самое главное, квалифицированных тренеров, остается только следовать девизу спортивной гимнастики Республики Ингушетии «Ни дня без спорта». Okay.